Добрый день, дорогие друзья. Вновь в эфире «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. 13 января журналисты отметили свой профессиональный праздник – День российской печати. И по состоянию на 13 января 2016 года в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзора содержатся данные о 83 954 СМИ. Еще раз с праздником, мои многочисленные коллеги. Несмотря на то, что официально 13 января отмечается День российской печати, сегодняшний выпуск будет посвящен журналистике в целом. Как отметил в своем поздравлении глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, современные медиа стирают границы между телевидением, радио и традиционными печатными СМИ, газетами и журналами. Никого не удивляет, что у телеканала есть собственный блог или что аккаунт радиостанции в социальной сети может стать популярнее новостных выпусков в эфире. Таким образом, отмечаемый День печати – профессиональный праздник всех, кто работает с информацией – журналистов, корректоров, издателей, редакторов, распространителей. Действительно, сегодня отмечается праздник всех журналистов и печатных средств массовой информации, и электронных, и тех, кто по современным веяниям уже работает в интернете, в том числе ваш покорный слуга. Желать хочется нашим коллегам как можно больше объективности, честности, и, конечно, финансового благополучия. Афанасий Агитович, позвольте, во-первых, поздравить вас с профессиональным праздником. Ну и для начала вопрос. Каково современное медиапространство Республики Саха-Якутия? Это, я бы сказал, такой удивительный калейдоскоп самых разных средств массовой информации. Начиная с телевидения, у нас даже на телевидении, если мы посмотрим, то у нас есть помимо государственных компаний появились достаточно большое количество очень интересных частных компаний небольших. Если мы посмотрим интернет-пространство, там вообще полное разнообразие на любой вкус, как говорится. Ну и то же самое касается печатных изданий. Есть два момента. Есть, на мой взгляд, из-за того, что очень большое количество изданий, они вынуждены часто дублировать друг друга, одну и ту же новость подавать, с небольшими коррективами. Это с одной стороны. А с другой стороны, я бы сказал, что есть очень интересные издания со своим лицом, со своей манерой подачи, с высоким профессионализмом журналистов. Есть такой афоризм. Журналист – это писатель, контуженный секундной стрелкой. И впрямь он острее многих чувствует скоротечность времени, отпущенного ему на творческое осмысление сиюминутных событий, краткость периода активного интереса к его подчас выстраданным текстам, которые только в исключительных случаях могут пережить своего создателя. Поэтому главному редактору газеты «Саха-Сире» Чукуру Гаврилеву я предложил блиц, не предполагающий развернутых ответов. Марк Твен. Я 14 лет работаю редактором, и в первый раз слышу, что человек должен что-то знать для того, чтобы редактировать газету. Он должен что-то знать для того, чтобы это делать? Он наверняка должен знать мнение читателей, их интересы, учитывать. И чем дышит каждый работник. Я имею в виду его способности, его способность анализировать, его интересы жизненные. Тогда сразу здесь хорошо монтируется вопрос, а насколько активно вы взаимодействуете со своей аудиторией, и есть ли эта обратная связь у вас? В прошлом месяце, это в декабре, мы ездили в командировки по улусам, буквально стучались в каждый дом, подписку провели, и какая такая связь у нас существует. Это первое, встречи с населением. Второе, это у нас есть WhatsApp, телефон WhatsApp, иногда люди там направляют свои вопросы, мы даже создали некую группу Саха-Медиа, там обмениваемся новостями. И, конечно, наверное, письма, старые советские письма, которые нам пишут наши читатели. Какими, может быть, последними материалами газеты вы особенно гордитесь? У нас очень много аналитических материалов. Мы не гонимся за новостями, потому что у нас, конечно, опережает телевидение, радио и интернет опережает. Стараемся оттуда брать самые интересные новости и проанализировать. Заголовки – это важная часть подачи материала? Заголовки очень важны, особенно в этот период, в нынешний период, когда человек только выхватывает взглядом, его интересует красивая картинка, фотография и заголовок. Иногда нас говорят, что заголовки слишком какие-то вычурные бывают и так далее, но оно заслуживает того дела, чтобы зацепить читателя. Филипп Петрович, за годы вашего руководства Департаментом печати и телерадиовещания, что вам удалось сделать, а что не удалось, может быть, сделать?
Мы добились утверждения программы технического перевооружения, и уже через 3 года, в 2002 году, Якутия вся, так, и республиканские газеты, и улусные газеты перешли на офсетную печать. Одними из первых среди регионов Российской Федерации в 2002 году. Ну, нам удалось добиться сохранения улусных газет. А улусные газеты, они ближе всех к народу, к читателям, ближе всех. Это каждый знает. По сути дела, на сегодня все улусные газеты – это мини-холдинги. Они сами выпускают, сами печатают. Значит, мы сохранили улусные редакции. И во-вторых, что немаловажно, мы сохранили детские издания. Детские газеты, детские журналы. И кроме того, так, появилось детское издательство. Это как раз со временем. Егор Афанасьевич всегда говорит, у нас должно быть детское движение. Так, детское движение, значит детское издательство. Так? И что немаловажно, мы сохранили, кроме того, даже укрепили литературные издания. Так, Чолбон, Полярная звезда. Как по-вашему, чем региональные средства массовой информации могут и должны отличаться от федеральных? К сожалению, болезнь у федералов и у регионалов одна и та же. Мы все замкнуты, скажем так, на верхушку. Федеральные СМИ в основном пишут про федеральное правительство, про главу государства, да, про законодательные органы федерального уровня. Региональные СМИ замкнуты на своих главах, на своих парламентах, на своих местных правительствах. Да? Но чего не хватает, на мой взгляд, и тем, и другим? Сравнение регионов между собой. Вот Якутия по многим показателям входит в десятку лучших регионов страны. Но многие ли об этом знают? А на что вы смотрите, когда принимаете человека на работу? Диплом, конечно, очень важно, да, но я считаю, что человек сам себя своим опытом через какое-то определенное время уже становится профессионалом. То есть нас интересует профессиональные отношения, ответственное отношение к своему делу. Вы когда-нибудь принимали на работу человека, который кардинально бы отличался от вас политическими убеждениями? Да. Потому что дело в том, что если мы видим как бы двумя глазами, да, восприятие мира совсем более широкое. Если у нас будет только одно мнение, одно, скажем, политические взгляды, тогда это будет немножко другая картина мира. Поэтому я считаю, что нужны быть и противники, и интересные люди, которые имеют собственное главное мнение, которые отстаивают это мнение. Это было бы очень интересно. Какой стиль общения принят у вас в редакции? Формальный, неформальный? У нас более свободный стиль общения. Да? Дело в том, что я думаю, что свобода творчества предполагает некую свободу личности, свободу мнения и так далее. То есть никакого диктата, там, это должны писать таким-то образом, с такой-то ремаркой, вот такого не существует. В редакции Саха-Сире есть незаменимые журналисты? Есть, конечно, есть. И очень жалко, если они переходят на какую-то другую работу. Обычно у нас журналисты могут перейти в пресс-службы и так далее. Но я считаю, что человек красит свое место. Обычно журфак наш СВФУ выпускает 25-20 журналистов. В этом году вышло из стен СВФУ 47 дипломированных журналистов. И я пока могу сказать только про двоих, про которых точно знаю, что эти люди устроились по специальности. Куда деваются остальные? Это очень такой интересный вопрос. К сожалению, не могу сказать. Дело в том, что, на мой взгляд, в городе Якутске есть достаточное количество профессиональных журналистов с опытом работы, знающих, как и что делать. Но в то же время есть очень большой голод на профессионально подготовленных специалистов в сфере журналистики в районных газетах. Меня интересуют районные газеты. К сожалению, одна единственная девочка, к счастью, очень талантливая девочка, да, Настя Варламова, согласилась поехать в Нюрбу, она оттуда родом. Девочка такая, ею очень довольна, она
пишет и на русском, и на якутском. Она подрабатывает на телевидении. Да, очень такая активная, энергичная и в то же время очень способная девочка. При этом я хочу особо подчеркнуть, да, вот, в районах есть понимание того, что да, действительно нужно обновлять, омолаживать состав журналистов. А как по-вашему, Филипп Петрович, журналист имеет право высказывать свою точку зрения? Те, кто работает как бы в частной газете, они говорят, что они независимы. Так, они пишут, говорят о том, о чем думают. А я говорю, ничего подобного. Так. Все мы зависимы. Так, все мы зависимы. Тот человек, который представляет, скажем так, как бы частную газету, так, он чьи-то интересы представляет, частного лица или бизнес-общества или кого-то. А свою точку зрения должен, да. Ну, допустим, произошло то-то, да, и вот на эту проблему, на это событие, на это происшествие журналист должен высказать свою точку зрения. Очень часто под понятием так называемого авторского взгляда люди просто занимаются тем, что подгоняют факты под свои представления о мире. Да? И вот тут они скатываются в субъективизм. То есть факты могут быть интерпретированы в ту или другую сторону, да? Что не есть верно, на мой взгляд. Чукур, как вы думаете, может ли журналист высказывать свою точку зрения? Конечно, на этом и интересуются. Вот, например, читатель не идет за газетой, а читатель интересуется, что сказал по этому поводу журналист, например, на букву «Н». Да? «Н» — это имеется в виду любой журналист, и который имеет свое собственное мнение. А насколько слово «творчество» применимо к журналистике? Или все-таки это ремесло? С одной стороны, ремесло, я скажу, да, но больше все-таки это творчество. Потому что бывает человек, который хорошо пишет тексты, там журналистское образование имеет, но нету творческой жилки, да. То есть блеска в глазах нету. Нужен, мне кажется, блеск в глазах и умение держать руку на пульсе. Программу, посвященную Дню печати, я думаю, нужно заканчивать журналистским вопросом. Так вот, Корней Чуковский как-то высказывался в том смысле, что в литературу трудно попасть, еще труднее в ней задержаться и почти невозможно остаться. А в журналистику? Это была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.